Фух, все, доброе утро. Время уже 10 часов. Сегодня ночью был дождь уже утром, ранним утром, такой, на часик примерно. Вот, сейчас сушимся. Вот, я забыл, дождевик не взял из дома еще, чтобы накрыть прицеп. Там в прицепе промокли вещи кое-какие. Но это ладно, мелочи сейчас. Вот сейчас кушаем, готовим, собираемся и едем дальше. Так, сейчас заехали в парк погулять. Nature. Чуть-чуть поругаю инфраструктуру флоридскую. Вот это якобы велодорожка. Просто опять же оставшийся кусок асфальта отметили как велодорожку. Хотя по факту она как бы и специально-то не строилась. В некоторых местах она такая узкая, ну невозможно. Просто для отметочки, что мы типа сделали велодорожку. Она очень стрёмная. Ну, бывает и хуже, конечно. Но в данной сейчас ситуации мне это вообще не нравится. Она очень узкая местами, неухоженная. Трава лезет там наполовину. Фух. Сейчас перебираемся к океану. Просыпайся, так, проснулся, в магазин идем. Пошли. В Пабликс наш любимый. О, любимую машинку себе отхватил, да? Отхватил. Классно. Да, поехали. Пошли в туалет. Сразу туалет найдем. А, не, вон туалет. Пошли там туда. Дака, сколько весишь? Давай посмотрим. Стой. 34, 33, да? Блин, сколько это в килограммах? Надо посчитать. Белка охреневшая. Ты чё, блин, тут разбоем занимаешься? Я тут сижу, блин, спиной к тебе. Слышу, тут что-то шуршит. Че? Короче, время вот 4 часа. Через 1,5 часа уже закат. Я написал на Warm-Shower'се двое отвалились. Вот сейчас жду ответа от еще двух. Вот если они отвалятся, я не знаю, что буду делать. Мы сейчас на бич-сайт приехали. Здесь вообще все густо заселенное. Тут никаких таких лесов нету, только парки. Но в парках особо места нету здесь тоже. Вот, и я вообще не знаю, что делать пока. Вот. Либо ждать ответа и сейчас потихоньку искать, наверное, поехать. Так и себе нашел пацанов, старшаков. Бегает с ними он. Бьет их. Так, короче, мы нашли место вроде как в единственном лесу здесь, в этом городке. Тут вообще реально по карте ничего нету. Вот единственный лес, то есть какая-то территория под продажу. Да, и тут дома только рядом, вот недалеко совсем.
То есть надо быть тихими, потому что они могут вызвать полицию там. Вот. Ну, тут реально надо сваливать, короче, с этих мест, с бичсайда, со стороны океана, потому что здесь нету мест вообще. Я вначале думал, что такой один лес. Вот Ильдарка, как я начинаю на камеру говорить, он сразу что-то начинает мне говорить. Такой лес, я думал, что здесь бомжи живут, как бы тут уже вообще места не будет. Не то, что места не будет, если бы здесь бомжи были бы, я бы тут уже, ну, даже не посмотрел бы сюда. Здесь вообще пусто. Видимо, либо здесь бомжей нет, либо здесь контролируют постоянно территорию. Потому что, не знаю, как-то удивительно. Если в Дайтоне бы такая была бы в центре, ну, на бичсайде бы, вот такой бы лес бы, здесь бы бомжатник бы такой был бы. Здесь, видимо, эти соседи, то есть вызывают полицию, если что-то слышат, поэтому надо быть очень аккуратным и тихим. Все, доброе утро. Время уже 14 ноября. Начались дожди, вот только сейчас вылезли из палатки. Вот и то накрапывает. Ну, в общем, вот так вот все время будет. Вроде прогнозу как бы верить без толку. Тучки приходят, уходят очень быстро. Вот, и дождик начинает накрапывать такой мелкий. Вот, и только сейчас вылезли. Сейчас собираемся, едем дальше. Тут Walmart рядом будет. Сразу поедем в Walmart. Мне нужно газовый баллон купить, потому что вот сейчас дожди идут, а у меня нечем, ну, разжигать, все мокрое. Нужно газовый баллон, чтобы что-то готовить. Можно было готовить, покушать. Он радует, хоть дожди теплые хотя бы. Но дождь, конечно, вообще все равно неприятно. Хочется с ребенком хочется ехать спокойно, без вот этого всего. Чуть-чуть не успели проехать. Сейчас дождь пошел. Стоим под навесом заправки. Очередной беспонтовый Walmart без продуктов. Не, как бы продукты есть, но вот замороженные, а вот чтобы там фрукты были всякие, там колбаски, сосиски, мясо, такого нет. То есть широкого ассортимента. Там нету, короче, скоропорта. Все то, что может долго храниться. Чё? Ну, в общем, сегодня за нами приедет эвакуация. Я посмотрел, прикинул, короче, вот эти дожди будут сейчас дня 3 минимум. Сегодня вторник. Вот. И за нами Настя приедет, короче, заберет. Все равно неважно, сегодня или в субботу она приедет, потому что в субботу мы хотели сделать свитч, поменять детей, потому что у Аи начинаются каникулы. Настя заберет Эльдарку, а мне привезет Аю. Вот, а я подумал, о чем мы будем мучиться, в принципе, сейчас эти 3 дня. Если она сейчас может час приехать, нас забрать, а потом в выходные я уже поеду с Аечкой, уже по другому какому-нибудь маршруту, с ней там на неделю. Вот, там погода вроде должна быть хорошая, нормальная. Вот, а сейчас нету смысла туда ехать на юг, как бы мне с такой погодой не очень охота. И Насте дольше потом это будет, придется ехать. Короче, решили, сделаем так, все, и никому напрягать особо не будет. Вот, и сейчас какой-нибудь опять говнарь какой-нибудь в комментариях появится, скажет: вот, слабак, обещал, тут что подоедете до туда-то, до туда-то. Все, ребят, я уже... Мне это не нужно, долбить куда-то, как сказать, превозмогая себя. Ради чего? Вот я доеду до Кей-Веста сейчас, да, с ребенком, тем более, блин, напрягаться вот в такую погоду, ну реально это с прицепом ехать в дождь, это очень тяжело, у меня тем более нету крыльев, все это летит на Эльдарку, короче, ну зачем это, нафиг это надо? Мы живем в кайф сейчас, я хочу быть в кайфе, я не хочу там, вот сейчас вот с ребенком, с Эльдаркой,
Я не хочу сейчас мучиться. И Эльдарка, я думаю, тоже не особо ходит. Хотя Эльдарке все равно, лишь бы папа был рядом, да, или мама. И все нормально. Вот поэтому мы поедем, короче, поедем домой. Тем более мне деньги никто не платит за путешествие, поэтому чё мне перед кем отчитываться-то, я не понимаю. У меня единственное, на Бусти за мои видео, там есть 3 подписчика даже целых, вот. Но ничего, я думаю, они простят. Вот, ну, потому что контент-то все равно сейчас идет. Если не будет контента, я же там могу все просто остановить, приостановить, так что все нормально. Вот, поэтому переживать не за что абсолютно. Нормально все. Да, вот просто хочется выговориться по этому поводу, что бывают такие комментарии, даже вот когда я на сплав, после сплава моего по Миссури, там нашелся какой-то чудак, написал: вот, ты обещал, что доплывешь, как так можно, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я не знаю, мне кажется, этот чувак вообще никогда, наверное, не путешествовал. Даже если путешествовал, то очень мало, и он еще так вот на таком этапе, когда у него какой-то максимализм, что надо вот сделал. Вот сейчас я уже достиг вот такого возраста и такого опыта, что мне, честно, вообще по барабану. Кто там, что, ну, закончил. Что я теперь из-за этого должен мучиться и плыть дальше только из-за того, что я когда-то что-то там сказал. Я говорю, это ничем не подкреплено. Это не подкреплено деньгами, а только каким-то там обещанием, которое ни на что не влияет и ни на кого. И я никого этим не подставляю, ничего не делаю, как бы, ну, реально. Вообще смешные комментарии, конечно, в этом плане, даже мне сказать нечего. Сейчас я живу, просто стараюсь получать удовольствие от всего. Да, а как мне еще назвать путешествие? Сплав, вот я планировал, да, сплавиться до самого конца по Миссури, но это был мой первый опыт, я не знал, чего хотел, я заскучал просто по детям. Я очень заскучал по ним. И решил приостановить и поехать к детям. Если бы не было детей и не семьи, я бы плыл бы дальше, что мне еще делать? Да, конечно. Но я решил сделать так, поэтому теперь я, как бы, можно сказать, многодетный отец. Целых 2 ребенка у меня, поэтому мне можно все. Вообще семейникам можно все. У кого нет детей, те не поймут. Вот у кого есть дети, те прекрасно это понимают. У семейных всегда любая отмазка есть. Это дети, семья. Так что я позволю себе тоже делать такие отмазки. У меня дети. Мне можно, мне нужно. Сейчас экскурсия будет по площадкам опять. Пока дождя нету. Да, и, кстати, все свои путешествия, там, Большое Восточное кочевье, Кавказское путешествие, я их перевыполнил на 500%. То есть у меня на всю жизнь фора есть. Не выполнять что-то, например. Даже если что-то сказал, ну, не сделал, у меня есть фора просто. Потому что в Большое Восточное кочевье, когда я ехал, я не знал конкретики сам. Я просто поехал, еду в направлении Восток, там, все, я там в Среднюю Азию, там Россия, потом Китай и там Юго-Восточная Азия. Я даже об этом при старте вообще не мечтал, что я там до Китая доеду, потому что это было далеко еще, как бы, что об этом думать. Вот. И в итоге все, что я сделал, Восточное кочевье, я перевыполнил на 500% план. И с кавказским путешествием большим то же самое. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что ты там вот сделал, сказал и не сделал, короче. Обещал, что доплывешь и не доплыл. Ребята, блин, на себя посмотрите, ёкарный бабай. Сейчас перебираемся назад, поближе к трассе. Ветер попутный, восточный, прям кайф вообще. Можно педали даже не крутить. Едем, короче, куда ветер дует.
Okay, no. Alright, alright, alright. No. No, two. Ooh, that's it. Ooh. Ava, you want another? I'm not there. I know. I'm in there. Okay. I'm there. No, go. I'm not great. Come on. Move. That's all. No. Come on, man. No more. No. Уже часа 4, наверное, тусуемся в парке, ждем эвакуацию. Вот, скоро уже подъедут, через полчаса, наверное. Все нормально все. Дождя нету, хорошо. Я боялся, что на весь день сегодня зарядит. Доедаем последнюю рыбку с рисом, да? Чтобы домой не везти. Так, грузанули все, как обычно.